доброе утро. Проснулись. Сейчас собираемся в школу. Да, это все у нас завтрак. Ну, солнышко уже проклевывается. Замечательно. Ну вот, все, прощаемся уже сейчас. Сейчас в школу едем. Че, туда выйти? Да, туда выйдем. Давай. Нормально, наоборот так будет. Сейчас солнце будет светить. Едем в школу, едем в школу. Давно я, кстати, в школе не выступал. Я даже не помню, когда последний раз. Тем более в этом учебном году. Я даже не в прошлом, по-моему. Это, наверное, в позапрошлом учебном году, чтобы по российским школам. Дети посмотрели. Ну, сейчас посмотрим. Ну, сейчас посмотрите, там они что, все дают. Все, мы в школу приехали, и тут все дружно пол. А можно, да, вставить? 500 километров буквально отсюда. Вот. Но я уже сейчас еду домой, и в дороге я уже сейчас 2 года проехал за это время 34 тысячи километров вот на этом велосипеде. По странам вот, Евразии, можно сказать. Ну, большую часть Азии, как я его называю, большое восточное качеля. Сейчас вот включат, там будет у меня карта маршрута всего. Больше географии еще нет, да? У нас природоведение есть. Природоведение, да? Ну, сейчас по карте посмотрим, как он будет. Знания ваши проверим. Широкая флешка, в ней втыкается, наверное, это будет глухослышимость. Да, уже 2 года. Только на велосипеде надо. Да, Казахстан, сейчас я фотографии покажу по маршруту. Через весь потом Казахстан уже с весной я ушел, в Сибирь, через всю Сибирь до Владивостока. Владивосток здесь, это можно сказать, как крайняя точка России. Ну, есть много крайних точек, но это такая юго-восточная часть, да, крайняя. Потом ушел в Китай, через весь Китай, во Вьетнам, Лаос, Таиланд, тут Камбоджа, потом снова через весь Вьетнам. И ушел уже в сторону дома зимой, через Тибетское Нагорье, вот, уже ушел на Монголию, Алтай, Сибирь, и вот сейчас вот уже в Удмуртии, и до дома совсем чуть-чуть. Катаются велосипеды, в школу приезжают. Велосипед – это национальный транспорт будущего, на самом деле. Просто пока это не все понимают, но потом все пересядут на велосипед. Экологически чистый транспорт. Все страны уже пересаживаются на электротранспорт, тот же Китай, там, Вьетнам, Юго-Восточная Азия, они уже понимают, что это приносит вред нашей экологии на бензиновый двигатель. Поэтому спасибо большое. Так, а нам... Так, Настя, а у меня же есть... У меня даже фотография у меня есть на память. Новая партия детей прибыла. На этом велосипеде. Никита раздает автографы. Километров проехали. 2,5 года путешествовали. Сейчас возвращаются домой. О, талантик. Все, мы тут сорвали урок. Покажи, что если камеру ставишь на шлем и снимаешь.
Можно, конечно. Да. Ага, спасибо. Настя фоткаются там с Настей. У нас еще 2 урока впереди. Вот, поехал через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, потом через Казахстан снова в Россию, в Сибирь вернулся, вон где Алтай. Еще один урок. Уже 3 на сегодня. Вот такая школа. Здравствуйте, ребята. Вот, меня зовут Никита Васильев, вот как уже представил Сан Саныч. Чувашский велопутешественник с города Чебоксары. И атлас смотришь, вот смотришь, там Южная Америка, вот, интересно, там населенные пункты, города, думаешь, там что же люди такие же там живут, интересно же посмотреть. И вот у меня, наверное, как-то с детства вот это вот выпало, что стремление вот к дороге посмотреть, вот что за горизонтом там. Вот я начал вот так вот ездить. Вот, скорее всего, от этого и пошло вот стремление. Как-то все из детства приходит. Но у всех, видите, стремления разные, и это очень хорошо. Степан, можно? О, Степан говорит. Никита, можно? Да, так, давай. Все, у нас тут 3 урока прошло. Никита сегодня почти рабочий день отработал. 3 урока подряд говорил. А вот так. Ну, если, ребята, Олег, хотел бы уходить сейчас. Все, опять перемена началась. Тишины не стало. Оп! Меня чуть не сбили. Я давно в школе не была. Вот там с Настей. Тёма, столовку нас позвали. Давай нас пока тащи, иди. Давай положи. Дорогу это никогда не лишний. Ну, спасибо большое. Ну, спасибо большое. Вот, все, поели. Вообще, спасибо, вкусно очень. Чай попили первым, вторым. Да. Давненько в школе не ел. Ногами вырос. Да. Очень классно было. Денег нет, финансов нет, бюджет не позволяет. Согласен. Все, поели, сейчас уже собираемся. Классная школа. Все равно. Такая. Вот спортзал какой. Хороший такой. Паркет, да? Нормально все. Давай. Давай, Настя, иди. Давай. Я сниму. Ну все, счастливо. Ага. Спасибо.
До свидания. Пока-пока, ребята. Ага. Вот здесь направо и до Уникса. Все, Все, пока. пока, Сан Саныч. Все, теперь на Сюмси поворачиваем. Все, ува, счастливо. Будем, не забудем. Сюмсинский район. Все, это вроде заключительный район Удмуртии. Дальше будет Кировская область. Вот и Сюмси. Поворот сейчас на трассу Пермь-Казань. Налево нам. Казань 250, Пермь 383. Вот черт, поворотники не включает, а? Поздно включил. Что, раньше нельзя, что ли, поворотники включать? Дорога веселая здесь. Сейчас через полчаса позвонят. С радио «Моя Удмуртия» будет прямой эфир. На пару минут, наверное, что я где сейчас нахожусь. Надо будет рассказать. А природа все уходит в весну, говорю, в осень. Краски все пестрее, пестрее. Пока здесь самые ужасные дороги в России, где мы ездили с Настей на этом отрезке. Вроде федералка, Пермь-Казань. Но лучше такая убитая дорога, чем хорошая и узкая. Лучше убитая и пустая практически. Сейчас мне звонить уже будут, а я попал в зону без связи. Надо выезжать из нее. По его компьютеру получается около 2700 километров мы вместе проехали, а Общая 34 тысячи километров сейчас. ну, по-разному бывает, и не только первое время, и сейчас бывает сложно, бывает и нет, очень сильно зависим от погоды, настроения, вот даже солнце сегодня, солнечный день, настроение уже совершенно другое. Я, бывает, конечно, очень отстаю, но иногда мы едем вместе, ну, то есть дорога такая вещь, может произойти все что угодно, нужно быть просто готовым и настраиваться на лучшее. Все, прямой эфир закончился.
У меня первый раз такой радиоэфир, прямой радиоэфир Уличный. по телефону с улицы. Как побывали в студии. Здорово. Поговорили, рассказали всё. До чего техника дошла-то. Да, с любой точки мира можно выйти в эфир, поговорить, если у тебя телефон работает. Ну что, Наська, поехали? Время еще есть. Поехали, солнце еще высоко. Еще хотя бы немножко проехать. Решили сегодня в Удмуртии ночевать. До границы не доехали. Бог с ним. 65 проехали сегодня, поздно же выехали. Сейчас в сосновом лесу будем ночевать. Вот сейчас чай решили сделать. Удобная штука у фляги вот эта. Можно вскипятить. Костер сегодня этот не вариант, все сырое, не хочется вообще разводить. Тем более сухого огня нет, замучаешься разводить.
отдыхать, лежать. Красота, наконец-то в лесу, на удмуртской земле.